Доказано. Туристические поездки улучшают ваше здоровье, расширяют кругозор, при этом развивают творческие и умственные способности. Остается только решить, каким способом передвигаться. Самолетом, поездом, пешком или на автомобиле. Вот как раз на автомобиле, на мой взгляд, особенно интересно, если заранее выбран маршрут. Остановился, где захотел, насколько захотел, транспорт всегда с собой, ни от кого не зависишь. Семья Цембер из Сыктывкара этим летом исполнила свою мечту и прокатилась по Европе на автомобиле. Я пообщался с главой семьи и узнал кое-что о плюсах и минусах автовояжа. Петр, расскажите, с чего началось ваше автопутешествие? Началось все с того, что мы в конце 2015 года очень увлеклись театром, нашим театром, вот искусством, музыкой, оперой. И у нас появилась такая мечта, цель. Мы решили поехать в Австрию. Мы решили поехать в Австрию на оперу, да, на какую-нибудь. Но единственная проблема у нас складывалась в том, что у нас есть двое маленьких детей. Вот. Стали планировать автопутешествия с учетом того, что дети у нас, да. Кроме того, у нас еще живет в Германии наша сестра, моя родная сестра. Вот. Мы начали денежки откладывать, потихонечку копить, и мероприятие запланировали на 2018 год, на лето. Потихонечку готовились к поездке, готовили документы, визы, автостраховку, машину. Все, в общем, настал час выезда, и мы тронулись. Поездка у нас заняла почти 3 суток. Почти 3 суток. 3 суток это до Австрии, да? Это до Германии. До Германии. Да, первоначально мы приехали все-таки к сестре, потому что достаточно долго ее не видели. И решили пообщаться. Да, естественно. В общем, поездка была как... не без трудностей, скажем так. В первый день достаточно быстро проехали от Сыктывкара до Москвы. Вторым днем мы выехали с Москвы. Наша задача была проехать оставшую часть России, пересечь Беларусь полностью и перейти пограничный переход, двигаясь в город Белосток. У нас возникла там небольшая проблема. У нас виза была открыта с 23 июля, но так как мы порядочные граждане, мы дождались 23 июля, то есть стукнуло 00 часов, и мы пересекаем границу. Я въезжаю в Польшу, и что вы думаете? Я вижу на часах 22 часа 10 минут. Я не могу понять, как это так? Не могу понять. Оказывается, разница с Беларусью 2 часа. Я мысленно понимаю, то, что мы... Фактически нарушили. Нарушили преступление... осуществили тем, что мы пересекли государственную границу. Я подхожу к инспектору, говорю, такая ситуация, вот так и так. Он говорит, это у вас у одного? Я говорю, нет, у меня у всей семьи. Показал паспорта, он посмотрел, все, говорит, сейчас отпущу людей и подойду обратно к вам. Позовет меня, через минут 5 зовет, смотрит еще раз паспорта, звонит начальнику смены, пограничной смены. Звонит, минуты 3, наверное, разговаривает с ним, общается. Он меня спрашивает на ломаном русском, дети есть? Я говорю, да, 2 детей, 2 года и 4 года. В итоге он еще минуту разговаривает, кладет трубку и говорит, вы понимаете, я, по идее, должен аннулировать вашу визу, перечеркнуть и отправить домой назад. А мы понимаем, что это весь отпуск у нас коту под хвост. Что же делать? Он говорит, ладно, начальник смены ради вас сделал исключение, вот вам место, как будто бы штрафстоянка. Он говорит, вот здесь вы арестованы, ваша машина арестована, никуда не выходите, никуда ничего не фотографируете, не звоните. Мы так просидели в машине 2 часа, и только потом, как стукнуло 12 часов ночи по Польше, он нас позвал, чтобы оформить нашу визу. Переночевали в пограничном городе Белосток и поехали дальше в Германию. По Германии, ну, сами понимаете, немецкие дороги, конечно. Это скорость 150-160 км в час, она практически не чувствуется. Вот, доехали до Германии. В назначенный день мы приехали. Была проблема, действительно проблема с поиском парковочного места, потому что, представляете, со всей Европы съезжаются гости. Ну, да. Это все-таки европейский оперный фестиваль. Вот. Нашли все-таки мы место, запарковали машину, пошли, сели в назначенное нам место. Вот. Что больше всего в опере-то понравилось? Я знаю, что необычная была сцена, да? Очень необычная сцена. Единственная плавучая сцена на воде. Представьте себе, вода, озеро, и там сцена прям поднимается из воды. Кроме того, так как все это мероприятие проходит на открытом воздухе, соответственно, можно и реализовать какие-то фейерверки, салюты и прочее. Что, собственно, они и делают, да? Что, собственно, они и делают. Это было, конечно, грандиозно, это было шикарно. Вообще впечатления остались... Самые-самые положительные. Что самое главное в автопутешествии, особенно вот с детьми 2 и 4 года? Самое главное, я считаю, что это отдых.
И также должен быть план поездки. Ни в коем случае нельзя ехать, а так, как поеду, так и поеду. Должен быть план. Лучше все заранее продумать. Контрольные точки обязательно. Причем родственники должны знать вот о том, где ты находишься. Ну, как встречали вообще в Европе, когда узнавали, откуда приехали? Очень удивленные были взгляды, особенно когда видят российский номер. Это достаточно редко. Мы европейцев видим, а там в Европе русские машины — это достаточная редкость. В общем, вы были тоже своего рода достопримечательностью, когда приезжали, да? Эксклюзив, так сказать. Я знаю, что вам удалось даже побывать во Франции, и, скорее всего, это был Париж. Это был Париж. У нас тоже сложилась такая мечта после первого путешествия. Мы уже были один раз в Париже в 2012 году, автобусный тур, но нам захотелось, была такая мечта покататься по Парижу на нашей собственной российской машине. И вот проехать под Эйфелевой башней, подняться на Монмартр, посетить все основные достопримечательности, собрать фото, как говорится, селфи на фоне башни, на фоне достопримечательности, это, конечно, круто. Мечта наша осуществилась в полном объеме. В следующий раз мы планируем посетить южную часть Европы. Это будет Прага, это будет Лазурный берег. Ну, в принципе, получается, что автопутешествия бояться не надо, просто надо все заранее подготовить. Нужно заранее подготовиться и ехать. Авантюра. Петр, что можете пожелать нашим телезрителям? Я хотел бы в первую очередь пожелать здоровья, иметь свои увлечения, ну и верить в себя. А вам, Северин, и вашему телеканалу я бы хотел подарить вот такой презент — Эйфелеву башню, привезенную из Парижа. Спасибо большое. Теперь она будет украшать наш небольшой музей подарков. Спасибо большое, Петр. Желаю новых интересных путешествий. Спасибо, Северин.